Подкаст-канал об удивительной Астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Здравствуйте, меня зовут Эльдар Идрисов, кандидат политических наук, занимаюсь краеведением истории народов Астраханского края. Сегодня я хотел рассказать об одном из народов, который проживает в Астраханской области. Это нагайцы. Вообще наш регион является многонациональным. По переписи 2010 года проживает 147 этносов, и одним из них как раз являются нагайцы. Хотя сказать о нагайцах как одном народе вот в Астраханском крае очень сложно, потому что на территории региона проживает несколько этнографических групп, которые так или иначе связаны с нагайским этносом. Сегодня я хотел бы рассказать именно об одной из таких групп, которая называется нагайцы-карагаши. Если взять общую историю формирования нагайцев, то надо отметить такой факт, что примерно с конца XIV века по начало XVII века было такое государство, как Ногайская Орда, образовавшееся после распада Золотой Орды. И вот примерно в середине XVI века, когда начались междоусобицы в Ногайской Орде, часть кочевых групп, в которые входила в ее состав, стала обособляться на Северный Кавказ. И вот как раз на основании этого формируется Козыев-Улус, и вот в рамках него были предки, которые мы называем нагайцами-карагашами. Есть такие данные о том, что непосредственно предки нагайцев-карагаши имеют связь с группой нагайцев, которые были подчинены ханам Крымского ханства, их называли так называемыми салтанаульцами. И обособление предков Карагаши было в местности современная территория города Пятигорск, точнее даже вот вокруг горы Биштау. Здесь была местность, которая обозначалась как Карагаш, что с тюркского переводится как черный лес. И, по всей видимости, вот это обозначение и стало названием вот этой группы. Хотелось бы отметить несколько, скажем так, причин, какое значение вообще имеет такой термин, как карагаш. Некоторые исследователи выделяют то, что этот термин для кочевого мира имеет такое особое значение. Карагаш, как темный лес, воспринимается как некая территория вольности, потому что в кочевой среде часто бывало так, что некоторые группы обособлялись от власти ханов, биев, уходили на более свободное проживание, и вот в этом отношении территория Карагаш, темный лес, черный лес обозначалась как территория свободы и, скажем так, которая не подчинялась непосредственно власти вот именно центрального правителя. Судьба Карагаши, она связана с тем, что, кочуя на территории Северного Кавказа, примерно во второй четверти XVIII века, они подпадают под власть калмыков. То есть калмыки, имея калмыцкое ханство, были одним из таких, скажем так, инструментов управления кочевыми народами в Российской империи. И вот примерно во второй четверти XVIII века они подчиняют несколько кочевых групп, которые вот именно связаны были вот с предками Карагаши. Кочуя в пределах калмыцкого ханства, Карагаши кочевали вот до взморья Каспийского, до Каспийского моря. Хотелось бы отметить такой факт, то что после ликвидации калмыцкого ханства 1771 года Карагаши были приписаны городу Краснояр, то есть это Красноярский уезд Астраханской губернии. Здесь был такой период исторически связан с тем, что довольно долго решался вопрос о том, какую землю наделить им для кочевания, то есть какие вообще устраивать в отношении них политические действия и обязательства. В частности, мы знаем такой факт, что с 1771 года Карагаши выполняли так называемую подводную повинность. Она была связана с тем, что нужно было бы обеспечивать передвижение товаров, либо почтовая гоньба на пространстве между городом Астраханью и городом Кизляром. В этот период одним из управителей над Карагашами был такой известный в регионе, скажем так, деятель Абдулла Жангуршин. Он был на службе у российского императора, точнее у астраханского губернатора, и стал неким таким наместником над управлением этой группы, которая обособилась после ликвидации калмыцкого ханства. Отношение между Абдуллой Жангуршиным и обществом Карагаши было
скажем так, сложная, потому что он пытался в отношении них, ну, в частности, вести различные повинности. Общество сопротивлялось, и даже вот в архиве Астраханской области есть один документ, в котором карагаши хотели уйти, скажем так, на восток, в казахские степи, чтобы не подчиняться вот власти Абдулы Жангушина, в частности, не выполнять эти повинности. Но хотелось бы отметить такой факт, что в отношении этой группы применялся такой термин в источниках, да, то есть такая была традиция, все кочевые группы, подвластные астраханскому губернатору, обозначались как ну, разными видами татаров, да, хотя они были нагайцы, но вот в документах они обозначаются как кундровские татары. Ну, одной из точек зрения, толкования, почему обозначались как кундровские татары, так вот обозначали многие группы, которые раньше были подвластны калмыцким ханам. И вот одна из групп является как раз вот именно карагашами. Ну, хотелось бы отметить такой момент, что все мытарства карагаши закончились примерно в 1788 году. Именно эта дата является датой основания двух крупных селений – Ситовка и Хаджитаевка на территории Красноярского уезда. Что интересно, администрация губернаторская, астраханского губернатора, она выделила средства для того, чтобы построить дома, причем деревянные дома, ну, для того, чтобы проводить политику об оседлении этой группы. Значит, то есть административным путем хотели их обоседлить, чтобы они так или иначе прекратили вести кочевой образ жизни. Но понятное дело, что они были кочевниками, у них это было их традицией, и так просто это нельзя было сделать. В частности, вот в архивных документах есть такой факт о том, что представители этого общества карагаши стали эти дома продавать. И как только этот слух дошел до губернатора, значит, он приказал приказным путем обратно вернуть все дома, значит, карагашам, чтобы они, ну, скажем так, более-менее стали такими оседлыми подданными астраханского губернатора. Сейчас я переверну. Ну, немножко сбиваюсь, но как бы... Нормально, ничего страшного. Ну, можно отметить числовые данные по карагашам. В частности, на середину 19 века, по разным данным, мы отмечаем, что численность была от 10 до 11 тысяч душ мужского и женского пола. По данным 1865 года в селе Хаджитаевка было 165 домов деревянных и 930 кибиток, то есть юрт, которые, значит, были связаны вот именно с кочевым образом жизни. В селе Ситовка было 83 дома и 507 кибиток, то есть юрт, соответственно, значит, который был связан вот именно с обеспечением кочевого образа жизни. Но надо отметить такой факт, что примерно с середины 19 века у карагаши возникают другие поселения. Значит, они происходят по территории весенних кочевий. Ситовка и Хаджитаевка были местом зимовых карагаши, они в зимний период приходили, жили в этих домах, либо строили рядом землянки, а весенне-летний период они кочевали вот по территории Волго-Ахтубинской поймы. И вот с середины 19 века как раз начинается процесс, когда путем выселения из Ситовки и Хаджитаевки образуются новые селения, карагаши как раз по местам бывших весенних кочевий. То есть там возникают зимники, там же строятся дома, но в основном, скорее всего, это были уже дома глинобитные, да, то есть они сами строили вот на этих селениях свои дома. В частности, можно отметить наиболее ранние, значит, села после Ситовки и Хаджитаевки. Это такие села, как Лапас, сейчас это территория Харабалинского района, Куянлы, Красноярский район, Ясансакан, Джанай и Малый Орал. Ну, в отношении карагаши долгое время использовалась рекрутская повинность, они выполняли рекрутскую повинность, примерно 5-7 человек в год с 1000 человек поставляли рекрутов, потом они стали, в общем-то, выплачивать за то, чтобы оставлять рекрутов у себя. Но надо отметить такой момент, что, значит, у общества карагаши было два старшины, то есть которые были связаны с управлением хаджитаевской, скажем так, группой, и один он управлял ситовской группой. Кроме этого, примерно раз в 3 года они выбирали так называемого главу, который стоял над ними из их среды, и он решал некоторые административные вопросы, и также имел, значит, полномочия, связанные с судебной властью. Вместе с Советом старейшин они рассматривали различные дела, которые касались вот именно внутри карагашского общества. Это не уголовные дела больше, наверное, но какие-то мелкие, наверное, проступки административные, возможно,
мелкие кражи, они рассматривались на уровне вот именно традиционного института с привлечением совета старейшин. Из таких вот исторических событий XIX века в отношении Карагаши можно отметить, ну, в документах, вот, допустим, обозначается тема спора земельного, да, вот это связано с тем, что в 1801 году, когда к Астраханской губернии была присоединена внутренняя Букеевская орда казахов, вот между обществом Карагаши и новым сообществом казахов был вот, в общем-то, земельный спор, который рассматривался примерно 17-18 лет, до 1818 года. Было вот именно разделение земли между этими кочевыми сообществами. Также интересно отметить такой факт, что в силу того, что это было кочевое общество, да, и многие ценности или ориентиры, связанные с оседами, скажем так, населением, да, они не так воспринимались этим обществом, были нарушения очень многих административных, скажем так, установлений в отношении них. Ну, в частности, можно отметить такой момент. Саратовский губернатор жалуется астраханскому губернатору, что на его территории, в общем-то, довольно в свободном таком режиме, нарушая все административные установления, кочуют карагаши у озера Эльтон. То есть вот тема таких границ, да, нарушения их со стороны кочевников, она тоже, значит, встречается вот в архивных документах. Еще один очень интересный сюжет, связанный с историей Карагаши, это попытка включить их в состав Астраханского казачьего войска. В архиве Астраханском есть документ с 1849 по 1858 год, в котором как раз ведется вопрос о том, почему бы в состав Астраханского казачьего войска не включить вот именно карагаши, в силу того, что они привержены, в общем-то, коневодству, в частности, да, в отношении, скажем так, русских крестьян, которые были более оседовые, а значит, в войске не хватало, в общем-то, определенного населения для несения служебных функций, значит, почему бы их не вовлечь вот в эту деятельность. Но этот вопрос, во-первых, затянулся, были разные проекты, даже хотели при включении их в состав Астраханского казачьего войска полностью их переселить на реку Куму, чтобы они там обеспечивали охрану границ. Но вопрос был очень сложный, и губернатор, в принципе, решение так до конца не принял. Было такое даже некоторое мнение, что нужно собрать, скажем так, все данные, все мнения от всех кочевников, да, после того, как они примут коллективное решение, значит, сделать соответствующие административные действия. Но в силу того, что они не смогли собрать, была раскочевка в весенне-летний период, этого решения коллективного не было. То есть не было основания этот факт принять за основу. Поэтому этот документ остался в истории, он обсуждался как проект, но решение по нему не было окончательно принято. Можно отметить такой факт, что карагаши сохраняли полукочевой образ жизни до 1929 года, то есть до периода начала коллективизации, значит, в Астраханской области, в Астраханском регионе. После того, как начали строить колхозы, административным путем карагаши обоседлили, и в частности, одним из видов хозяйственной деятельности, который стал активно развиваться в селах, значит, этой группы, был связан, конечно же, развитие рыбного хозяйства. То есть первый этап развития колхозов карагашских, он был связан с ловом рыбы. Потом постепенно развивается и овощеводство, и другие виды. Но нужно отметить такой факт, что в период советской власти карагаши подпали под политику татаризации, то есть их причислили к татарам, и в их школах было введено преподавание татарского языка. То есть они, условно говоря, на официальном уровне, значит, стали воспроизводить татарскую культуру, которая была связана с Казанью, с Республикой Татарстан. Примерно с конца 80-х годов, в период перестройки, вот в условиях так называемого этнокультурного ренессанса, началось движение за возрождение национального самосознания карагаши, в частности, связанного вот именно с ногайской культурой. Возникает общество ногайской культуры Берлик, и карагаши, в общем-то, являются одним из тех групп, которые выражают ногайское самосознание в Астраханской области. Сколько там минут? 15. Хотелось бы еще поговорить об взаимоотношениях, да, этой группы этнической с другими народами Астраханского региона. В частности, мы уже отмечали, что был такой период, что предки карагаши, сами карагаши кочевали в составе калмыцкого ханства. Да. Эти взаимоотношения, в принципе,
отмечаются в источниках, они связаны и с неким культурным взаимодействием. В частности, мы можем отметить даже некоторый процент небольшой брачности в карагашской среде, связанной с калмыками. Ну, другой группой, с которой взаимодействовали карагаши, являются туркмены. В частности, известен такой факт, что в конце XVIII века, в начале XIX века, когда в Астраханской губернии появляются туркмены, это были магышлакская группа туркмен, они, в частности, просят кочевать на землях вот именно Красноярского уезда, где как раз вот именно располагались села нагайцев-карагаши. И вот эти взаимоотношения привели к тому, что в составе карагаши даже возник род, который так и называется туркмен, туркпен, как в память вот именно о туркменских предках этого рода. Ну, еще очень интересный факт, насколько нагайцы астраханские, в частности карагаши, имели взаимодействие с другими группами нагайцев, которые жили на территории Северного Кавказа. Ну вот есть такой очень интересный документ 1814 года. Это, значит, касается перевода ссыльного, значит, участника Кавказской войны на Северном Кавказе, нагайца, он был знатный, он, скажем так, был пленен российскими властями и был отправлен на поселение в Оренбургскую губернию, как очень, в общем-то, человек, который был таким смутьяном, да, он в источниках критизуется, его вот отправили на поселение в Оренбургскую губернию. Что интересно, когда он приезжал под охраной вот именно Астраханскую губернию, он делает прошение на имя астраханского губернатора. Он просит дать отдохнуть ему, его подданным, примерно 15 человек, семья была с ним, которые были его слугами, значит, жены. Он просит астраханского губернатора на некоторое время остаться вот именно на территории Астраханской губернии, потому что его семья устала, они стали болеть. Значит, и в этом прошении он, в частности, просит разрешения покочевать ему на территории Красноярского уезда, как раз вот именно у сел Ситовки и Хаджитаевки. Да, то есть он знал, что здесь жили его соплеменники нагайцы, именно просил на эту территорию, значит, сделать вот именно кочевание. Да. Но в силу того, что астраханский губернатор сделал запрос, значит, с места его ссылки, дали очень такую нелестную характеристику этому как бы представителю нагайцев Северного Кавказа, что он смутьян, и ни в коем случае его нельзя оставлять здесь. И было принято решение как можно скорее его отправить вот именно на место постоянной его ссылки. То есть это говорит о том, что отношения сохранялись, и эти отношения имели вот какие-то вот именно даже взаимодействия хозяйственные, там, значит, информационные и так далее. Кроме этого, нужно отметить, что в Астраханской области есть еще одна группа, связанная с нагайским этносом, это юртовцы, это более ранняя группа, образовавшаяся на территории Нижнего Поволжья в середине XVI века, в период уже, когда оно было присоединено к московскому государству. И взаимоотношения между этой группой, ютовцами и карагашами, тоже имеют очень интересное, скажем так, переплетение. Ютовцы были более оседлой группой, они довольно рано насели на землю, занимались овощеводством, карагаши сохраняли кочевой образ жизни до начала XX века. Юртовцы более татаризированные, то есть они испытывали влияние татар уже с конца XIX века. Но вот именно некая такая степень взаимодействия, родства, конечно же, между карагашами и юртовцами сохраняется. В частности, карагаши эту группу обозначали как караиле. То есть, это дословно переводится как жители черных домов. В отношении себя, да, они сравнивали их, они жили в деревянных домах, и вот они эту группу называли караиле. Помимо этого, хотелось бы отметить несколько таких слов о интересных деятелей, которые вышли из среды нагайцев карагашей. В частности, конец XIX века – это время, когда в среде народов Российской империи происходит такой тоже подъем, связанный с этнокультурным неким возрождением. Вот у мусульманских народов возникает даже целое движение просветительское, которое называется джадидизм, да, переход на новые методы обучения. Вот в рамках этого просветительского движения Астрахань становится вообще одним из центров на юге России вот этих идей модернизма мусульманского, да, то есть приобщение мусульман к идеям просвещения, к образованию, возникают новые методные медресе и так далее. Да. И вот что интересно, значит, одним из лидеров этого движения был представитель именно группы нагайцев карагашей Абдрахман Умеров Гумари. Он получил образование, значит, в Казани. И, в общем-то, приехав оттуда, он, в общем-то, стал развивать здесь деятельность, связанную с просвещением.
И вокруг него сложилась целая плеяда деятелей, которая занималась фольклором, историей, вот именно, да. И одним из них, его одним из сподвижников, учеников был Абдухамид Шишибиевич Джинибеков. Он, наверное, для нагайцев это очень знаковое имя, карагаш, который всю жизнь занимался сбором фольклора. И, в общем-то, его деятельность по собиранию фольклора имела большое значение, и, в частности, была связана с тем, что уже в период советской власти, когда начались реформы языка, он был одним из основателей современных норм литературного ногайского языка. Уехав на Северный Кавказ, он внес большой вклад в общую ногайскую культуру. Ну, сегодня вот я попытался вам рассказать об одной из групп ногайского населения Астраханской области. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!